Сайдамин, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сайдамин, вторые сутки вы здесь находитесь. Скажите, пожалуйста, для чего, какой целью вы находитесь вторые сутки перед Гаагом, перед Гаагским трибуналом? Я приветствую всех, особенно наших друзей украинцев. Приветствую всех, кто поддерживает верховенство права, справедливости. И хочу сказать, что мы здесь для того, чтобы требовать от Международного уголовного суда справедливого решения и чеченского вопроса, и украинского вопроса. Потому что эти вопросы идентичны. Но чеченский народ, агрессия против чеченского народа была совершена значительно раньше, в 94-99 годах дважды. За это время было убито более 300 тысяч невинных людей, в том числе 42 тысячи детей. Были страшные преступления, но однако по сегодняшний день никаких результатов, все молчат, как будто ничего не произошло. Значит, я здесь по этому поводу провожу пока одиночные действия, одиночный пикет. И завтра, 23 апреля, мы будем проводить большой митинг. Я надеюсь, что там будут участвовать и украинские наши друзья, и наши единомышленники Чеченской Республики Ичкерия. Мы требуем единственно одного, чтобы Международный уголовный суд, который является единственным судом в мире, который имеет такие определенные полномочия привлекать к уголовной ответственности преступников высокого ранга, президента, любого президента, премьер-министра и так далее. Значит, привлекать к ответственности, если они совершили преступление. В данном случае нет никакого сомнения в том, что Россия совершила преступление против чеченского народа, и нет никакого сомнения в том, что совершил агрессию против независимой Украины, Россия совершила новое преступление. То есть то, что произошло на территории Чеченской Республики Ичкерия, и то, что происходит сегодня в Украине, это есть идентичное, скажем, по сути своего преступления преступлениями. Геноцид, преступление против человечности, военные преступления. Мы требуем, чтобы поданные нами заявления в 2014 и 2018 годах они были рассмотрены именно объективно, честно рассмотрены и сделаны свои определенные выводы. Преступники должны быть наказаны. Безнаказанность преступников влечет за собой новые преступления. То, что произошло в Грузии, Сирии, в данном случае в Украине и так далее. Поэтому наши требования совершенно справедливые, и мы надеемся, что Международный уголовный суд примет нашу резолюцию за основу и начнет расследование. Мы призываем вас всех поддержать нас. Если вы не сможете приехать, пишите в эти международные организации, требуйте, чтобы они справедливо подошли к чеченскому вопросу и к вопросу Украины. Украина должна быть свободной,
И Чеченская республика Ичкерия тоже должна быть свободной. За Украину, за чеченский народ. Слава Украине, Свободу Ичкерии. свобода Ичкерии. И я надеюсь, что именно так и будет. Да, Кенти Юмад Аулаш. да, Ичкерия Кенти Душана, Юдор Доштачун, Цашак Юдор Доштачун, Вакиру Юдаха, Один Дадил, Та Книзбат, Адал, Вагнис, Дахлобо, Алтай Бертки, Масира, Адикайо. Амин, амин. Нелерес falan zaten.